Мы сейчас находимся на остановке «Патриот», ждем автобусы. Перед нами, получается, выехал автобус номер 16. Вот сейчас через 3 минуты подъехал маршрут номер 35. Давайте сейчас пройдем и посмотрим, как ездит данный маршрут, по какому направлению. Так. Вот, получается, у нас автобус не полный здесь. Здесь пару людей, и говорят то, что если дальше проехать, то автобус уже наполняется уже по мере движения. По словам пассажиров, сейчас больших проблем с ожиданием автобусов уже нет. Люди на остановке выходят ко времени и сразу садятся в автобус. Я стабильно выхожу в одно и то же время. Но если я опоздал, я минут 20, это утром стою, можно опоздать на работу. А по вечерам минут 40 стоишь. Сегодня из-за нововведений в федеральном законе о прохождении технического осмотра общественного транспорта многие водители не успели его пройти ранее. По новым требованиям без этого техосмотра им нельзя выходить на рейс. В противном случае их ждет штраф от 50 тысяч и выше. Эти изменения в том числе коснулись частоты прохода технического осмотра. То есть сейчас автобусы возрастом старше 5 лет обязаны проходить технический осмотр 2 раза в год. Этим вызвано вот такой большой наплыв автобусов в пункты технического осмотра. А на другом участке, на улице Дзержинского, где обычно наблюдается большой поток движения автотранспорта, в том числе маршрутных автобусов, людей, ожидающих свой рейс, в этот раз было немного. Ну вот сейчас подъехал 14-й маршрут. Мы сейчас заходим сюда и посмотрим, насколько здесь автобус заполнен пассажирами. Получается, у нас 14-й маршрут является самым таким загруженным маршрутом, и обычно здесь бывает не протолкнуться. Действительно, маршруты 5, 14, 20 и ряд других являются самыми загруженными. В час пик здесь порой бывает сложно пройти в автобус. Такую же картину можно наблюдать и в вечернее время. Еще какие проблемы можете отметить вообще общественного транспорта города Якутска? Ну, все устраивает. Главное, чтобы количество было достаточное, чтобы именно в часы пик люди не толпились, не набивались в автобус. Так что сейчас уже не час пик считается. Сегодня на дорогах Якутска после пандемии вышли работать лишь около 240 единиц техники. Отметим, в допандемийное время город обслуживали порядка 400 автобусов. В 2019 в конце и 2020 годах были ограничительные меры, вводились вернее, да, графики движения автобусов, как пригородных, так и городских, были существенно сокращены. Ну, потому что пассажиров было действительно мало, периодически происходил у нас локдаун. Да. После этого, к сожалению, очень большое количество водителей уволились, понятно, да, и некоторые из них даже покинули пределы нашей республики. Естественно, отрасль после этого до сих пор не может нормально оклематься. И вот основная проблема, вот кроме текущей проблемы с отсутствием пунктов технического осмотра, у нас еще катастрофическая нехватка водителей категории «Д». По данным Департамента транспорта Якутска, сейчас на городские маршруты выходят около 80% автобусов. В дальнейшем, после майских праздников, к ним примкнут новые автобусы. Между тем, с наступлением теплых дней многие пассажиры уже с начала месяца перестали пользоваться общественным транспортом и выбирают пеший поход. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск.